Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. В центре каких событий совсем скоро вы окажетесь? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть ваши силы водят моими руками, потому что сейчас это скрыто. Слушайте, узнаете. Ну, начнем мы с того, что здесь какой-то уставший странник, путник возвращается к вам. Лошадка у человека, видите, головушку наклонила, еле ножки волочит. И человек сам по себе такой, знаете, немножко уставший, помятый, действительно в дороге устал. Едет и таки доедет. Это будет яркое событие, счастливое событие и для вас, и для этого человека. Возможно, вы уже ждете этого человека, а для кого-то это будет сюрпризом. Сюрпризом и большой неожиданностью. Вы не обращайте внимания, что помятый приехал, помятый не свежий. Просто действительно дорога была очень тяжелая. Либо человек просто преодолел какие-то невероятные трудности, сложности для того, чтобы этот путь осуществить. Может быть, несколько дней ехал, не спал, не ел, перенервничал, но доедет. Едет человек не пустой, человек с собой много всего интересного везет. Интересного, нужного, важного и плюс еще какая-то денежная сумма. Денежную сумму либо вам целиком и полностью передаст, либо будет на вас ее тратить, на то, чтобы вас порадовать. И так может отыграться. Значит, встречаем. Не беспокоим, даем время отдохнуть, а потом уже будем друг другу радоваться. Такое событие. Приедет, доедет. Так, в следующем моменте, смотрите, вы с кем-то о чем-то договариваетесь. Договариваетесь о важном для себя, для своего будущего, для будущего своей семьи. Да вообще, в принципе, эта договоренность, если оценить ее ценность, то это как золотой билетик. Для вас золотой билетик. Все произойдет очень спонтанно. Да, вы, возможно, этого хотите, и, возможно, вы какие-то действия предпринимали, но вас как врасплох застанут. Например, звоночек. Вот приходи сейчас, приходи завтра. Как-то все это случится очень быстро. Вы готовитесь, настраиваетесь, думаете, надо то сказать, надо это сказать, чуть ли не спич себе пишете. А все будет очень просто. Человек вас спросит, хочешь? Вы скажете, конечно. Человек говорит, все, бьем по рукам, договорились. Вот тут вы и обалдеете. Договоренность. Может быть, на работу вы устроитесь. Может быть, это какая-то сделка, купля-продажа. Может быть, еще какие-то вещи более важные для вас. Но все настолько быстро, настолько спонтанно, что вы даже и удивиться особо не успеете. Потом будете долго об этом думать и благодарить небеса за то, что все так быстро, четко и без лишней воды произошло. Вот прям идет такая вам встреча, и вот сразу договорились. Так, здесь у вас ангелочек расставил над вами свои крылья. Смотрите, у одних отыграется действительно как помощь небес, помощь вашего ангела-хранителя. Знаете, как мысленно прям так обратитесь, скажете, вот, Боженька, помоги, ангел-хранитель, не оставь. Вот то, что вы попросите, вы буквально сразу же и получите. А у других отыграется это человек, которого вы будете воспринимать как такого доброго ангела-хранителя. Человек, который откликнется на вашу нужду, на вашу проблему, на вашу сложную ситуацию. Даже не вы не просите, а человек сам видит и говорит, а я вот сделаю для тебя, а я вот тебе помогу, а я вот за тебя заступлюсь. Вы так посмотрите на этого человека и скажете, мир не без добрых людей, не человек, просто ангел во плоти. Вот такое будет ощущение.
очень добрый посыл идет от этого ангела. Невероятно добрый, такой, знаете, теплый. И вот как мамочка обнимает. Понимаете, вот такое ощущение будет, что вот мамочка обняла. Что вы маленький ребенок, который испугался, и вот мамочка так вас обняла, и вы успокоились. Очень классная энергетика. Так, здесь, смотрите, лодка, причем лодка какая-то скоростная. В лодке сидит мужчина. Мужчина либо ускоряется по жизни, да, вот прям все делает, быстро делает, какие-то решения, действия, работа, там 5-е, 10-е. Либо мужчина в своем отношении к вам ускоряется. Может быть, мужчина все время вас там завтраками кормил, да, завтра, послезавтра, там, вечером, через там, 10 дней, да, в следующем месяце. А тут он реально ускоряется. Давай сейчас, давай прямо сегодня. Там, я хочу, я настаиваю, давай это сделаем, да, прям ускоряется. Вас это немножко шокирует. Да, вы хотели, чтобы он был быстрее, да, вы хотели, чтобы он был более расторопным, но не настолько, не настолько. И вот раньше вы его тащили за собой, ну вот прям за руку тащили, говорили, ну давай, ну шевели ногами, поторопись. А теперь он, понимаете, вперед вас бежит, и еще и вас как бы подгоняет за собой, подтягивает. Знаете, перемена такая двоякая. С одной стороны, да, я ждала, я хотела, а с другой стороны, ну, слишком быстро все пойдет. Слишком он станет быстрый, такой гиперактивный, я бы даже сказала. Но, девочки, это все равно к добру, потому что его лодка, хоть она и скоростная, она плывет в вашу сторону, в правую сторону. То есть это к добру. Так, дальше большой гриб. И здесь как троечка у вас прорисовалась. Большой гриб, большая тройка. Ну, по грибам обычно проходят деньги, подарки, материальные ценности. По тройке проходят связи, работа, учеба, ну, родственные связи, либо рабочие связи. В принципе, и так может отыграться, но вы все разные, да, у каждого по-своему. Здесь явно люди будут подводить итоги, люди будут делить, может быть, результаты, и также могут быть хорошие подарки, которые вы можете получить, например, на работе, по работе, за выслугу, отмечать вас могут, да, вот как специалиста, как товарища, как надежного партнера. Гриб очень большой и плюс какой-то необычной формы. Может быть, вам там ежегодно на работе дарят какие-то определенные подарки, либо выплачивают какой-то определенный размер, там, не знаю, новогодней премии. В этот раз все будет по-другому. В этот раз будет, знаете, как дорого-богато, да, по-щедрому будет. Очень приятно. Это очень приятно, и вы действительно этого заслужили. Хороший момент на самом деле. Для тех, кто не работает, ждите подарков от родственников, щедрых подарков от родственников. Ждите повышенного внимания к вашей персоне. Здесь помимо подарков еще будут какие-то похвалы, какие-то хорошие, добрые разговоры, признания, да, в вашу сторону, что там любим тебя, ценим тебя. Там, любимый брат, любимая сестра, там, ну, понимаете, да, такая нежность даже пойдет. Здесь и подарок, и приятно, да, и слова приятные идут. Ну, дай Боже, это побольше, как говорится. Так, какой-то человек нехороший, недобрый и неприятный. Вы этого человека то ли избегаете, то ли стараетесь как-то, ну, совсем не соприкасаться, не связываться, ну, как говорится, от греха подальше, да. Какашку не трогай, пахнуть не будет. Здесь нам четко указали, что между вами и этим человеком, женщина, мужчина, неважно, прям как траншея такая огромная проходит. Вы дальше отдаляетесь друг от друга. То есть встреч будет гораздо меньше, взаимодействия будет гораздо меньше, а у кого-то отыграется, что вообще пути жизненные разойдутся. И этого человека, в принципе, вы больше, ну, может, и не увидите никогда, а может, будете крайне редко где-то там слышать об этом человеке. Даже не видеть, а слышать будете. Хороший знак, который вас действительно порадует. Даже какое-то, знаете, как облегчение принесет. Облегчение. Ну, понятно, да, одной проблемой меньше. Проблема с глаз долой и сердца вон. Так, еще. Здесь два человека совершенно разные, друг на друга не похожие. Люди, которые, возможно, даже друг друга недолюбливали, объединятся.
сразу говорю, это какие-то ваши знакомые, либо родственники. Объединение этих людей в пару, в союз для вас станет большим шоком. И вы просто так и скажете, как это может быть? Ведь эти люди, это как черное и белое. Да? Черное и белое, они настолько разные, они настолько друг другу не подходят, но, тем не менее, они соединились, они объединились. Если честно, вы хоть и будете в шоке, но вы будете за этих людей рады, потому что люди, они вам не чужие, и вы и тому, и другому желаете счастья. Когда вы увидите, какие они вот прям светятся в присутствии друг друга, да, влюбленными глазами друг друга смотрят, вы скажете, ай, как хорошо, как приятно, да, что у людей вот союз, что любовь началась, что они больше не ругаются, а любят друг друга. То есть будете радоваться, наверное, больше, чем сами за себя. Так, еще какой-то глаз огромный вышел. Глаз, но он добрый глаз. Добрый глаз, причем этот глаз, он присутствовал в вашей жизни, то есть за вами уже кто-то наблюдал, а вы этого не знали, вы этого не понимали. Человек вот так и скажет, а я за тобой следил, а я за тобой наблюдал, а ты молодец, а ты умничка. Ну, допустим, девчонки, кто в паре, кто в браке, да? Возможно, ваш мужчина промышлял тем, что периодически проверял ваш телефон, да? Пролистывал, там, с кем вы общаетесь, соцсети, может быть, даже почту вашу электронную смотрел, мессенджеры, да? Периодически проверял. Вот возьмет вам и признается, что вот да, я читал, да, я смотрел, и ты вот у меня такая хорошая, такая верная, я так тебя люблю, я так тебе доверяю. А вы сначала, конечно, возмутитесь, скажете, ах, какой смотрел мой телефон, а с другой стороны скажете, ну, а что ты ждал? Конечно, я такая. Вот прям доброту в его глазах увидите и не станете на него ругаться. А у кого-то, например, начальник на работе вот подойдет к вам на корпоративе и скажет, как же я тебя ценю, вот постоянно за тобой наблюдаю, вот ты самый ответственный, порядочный сотрудник, самый профессиональный сотрудник. Вот своими добрыми словами и ушкам вашим, и сердцу сделает приятно. Да, и вы так сначала тоже удивитесь, скажете, ой, я даже и не чувствовала, да, что за мной наблюдают. А вот как оно оказалось. Ну, вы молодец, вы умничка, к вам не подкопаешься. У вас репутация чистейшая, хрустальная, я бы даже сказала. Ну, человек вам в этом признается. У кого-то, например, свекруха так и скажет, а я думала, ты гулящая, да, либо я думала, ты там какая-нибудь нехорошая, а ты у меня умничка, а я вот люблю тебя, как дочку люблю, да, горжусь тобой, счастлива, что ты вот с моим сыном. И такое может отыграться. Ну, прям приятно, вам будет приятно. Сначала шок, а потом будет приятно. Так, правая сторона. В правой стороне у меня здесь человек, который прилег и наконец-таки отдыхает. Отдыхает, да, не надо никуда бежать, не надо там работать за 10. Какое-то время вот релакса. Либо вы сами себе позволяете, говорите, так, все, я в отдых, меня не трогать. Либо вот выпадут такие приятные дни, когда вы сможете расслабиться и действительно отдохнуть, восстановить свои силы, немножечко привести свою нервную систему в порядок. Да, кто-то расслабится, посмотрев там сериальчик за поем, кто-то расслабится просто выспавшись. Да, вот своими делами позанимаетесь, может быть, какие-нибудь масочки там для кожи, для красоты. Ну, в общем, будете отдыхать, будете заниматься собой и восстанавливать свои силы. Очень прекрасные несколько дней вам здесь выпадут. Так, еще важный момент. Кому-то придется очень много готовить. Смотрите, как я вижу, то ли вы на большую компанию готовите, то ли вы, возможно, кому-то помогаете, да, готовить. Здесь вы будете и меню составлять, и рецепты искать, и, конечно же, и закупку делать продуктов, и сама готовка. Знаете, вам будет приятно. Вам будет приятно, потому что повод для этой готовки, он радостный, он счастливый. И вам есть что приготовить, вам есть из чего приготовить. Вы можете отпустить свою фантазию и вправо, и влево, и вверх, и вниз. Да? То есть у вас и доступные продукты, и есть возможность, и есть хорошее настроение, и вы просто вот в творческом таком полете себя ощутите. Наготовите,
просто невероятное количество очень вкусных деликатесов, изысков. Ну, ваши ручки все будут расхваливать, расцеловывать и петь вам дифирамбы. Девочки, умнички мои, вы не прячьте свои рецепты далеко, делитесь, делитесь. Вы очень талантливая, каждая готовит по-своему. Девочки есть очень опытные, есть девочки, у которых прям дар к тому, чтобы готовить какую-то невероятную еду. Делитесь своими рецептами, тем более сейчас, в преддверии Нового года. Господи, да это ж так востребовано. Не зажимайте информацию. Тем более я вижу, что у вас действительно золотые ручки. И у вас есть чему поучиться, да, и вам есть что передать другим девчонкам, которые только лишь начинают, да, осваивать там кухню и всю эту кулинарную премудрость. Поэтому не жадничайте, делитесь обязательно. Тем более я вижу, что вы такая хозяюшка. Ну, ой, ручки у вас просто золотые. Вам кто-то ручки будет целовать за вашу вкусную еду. Вот представьте, да, вот я прям вижу, склоняются, человек целует вам ручку. В следующем моменте здесь улитка скинула свой этот домик, скинула и очень быстро ползет. Смотрите, это ситуация заторможенности, ситуация, которая заморожена, остановка какая-то произошла в каком-то деле, важном для вас, кстати, деле, потому что с правой стороны ползет. Здесь как толчок эта улитка получила, как будто бы какая-то помеха, тяжесть ушла, и дела начинают быстро спориться, ситуация начинает очень быстро разматываться, развиваться, набирать обороты. Мои хорошие, ну, это то, чего вы ждали, с одной стороны, а с другой стороны, пользуйтесь моментом. Сейчас какие-то дни, знаете, вот расслабленные, что ли, да? Никто не хочет там особо напрягаться, вникать в подробности. Здесь в основном, особенно если это чиновники, все как-то наотмашь работают. Ну, то есть надо, иди, только иди, не беспокой меня, да? Я хочу отдохнуть, мне надо там к отпуску готовиться, еще что-то надо. Вот такая ситуация. Поэтому пользуйтесь, отложите какие-то дела и воспользуйтесь этой ситуацией. Порешайте, доделайте, доведите до ума. Поверьте, другого такого случая еще год нужно будет ждать. Важные какие-то документы, бумажки, подписи, печати, штампы, другие вопросы, да, вот, которые начнут именно сейчас всплывать. Бегом, пробежите вы все эти инстанции, побегайте все эти кабинеты, добейтесь того, что вам нужно, и спокойненько себе живите. Все будут расслаблены, никто ни во что не вникает, никто ни к чему не цепляется, вот лишь бы вы от них отстали. Надо печать, на тебе печать, только отстань. Надо подпись, на тебе подпись, только отстань. То есть как-то легко будет, очень легко, и нужно воспользоваться этим моментом. Так, еще какой-то подарок вам будет выделен, но подарок очень странный. Я не могу понять, от кого, да, может, вы и сами толком не поймете, от кого. Вот как будто бы вам дают что-то вот в пакете, в кульке, там не пойми что, как какой-то набор, ну, либо продуктовый, либо там для кухни что-то, либо еще какие-то вещи. Ну, в общем, оно что-то такое странное, непонятное, но бесплатно, и вам это дарят, как выделяют, дарят, выдают. Не отказывайтесь, не отказывайтесь. Вы, во-первых, можете найти применение всем этим вещам, а если уж прям совсем не можете, ну, кому-то отдайте, кто нуждается в этом. Ну, вот как-то вам повезет, наверное, либо вы в какой-то список попадете, что вот придут и вам просто вот какой-то кулек дают. Либо вас куда-то позовут, кулек, пакет, что-то дают. И говорят, вот тебе подарок. Вы смотрите и думаете, ну, и что мне делать? Но все равно приятно, да? Дают, не бьют, да, дают, поэтому берите. Так, еще. Здесь какая-то женщина в возрасте будет вас шантажировать эмоционально, ну, типа, если ты там не приедешь, то я заболею, либо еще что-нибудь. Ей очень хочется побыть с вами, либо ей очень хочется с вами о чем-то поговорить, да, соскучилась по вам. Ребят, не надо входить в конфронтацию, ну, поймите, человек в возрасте, а люди в возрасте, они как дети, они легко обижаются, они капризничают, пойдите вы ей на уступку, ну сделайте вы такое добро, да?
посвятите ей это время, ну съездите к ней, либо наоборот ее к себе привезите. Надо общение. Человек нуждается в общении, человек нуждается просто в дорогом, близком человеке рядом. Не надо ругаться, не надо ссориться. Да, понятно, шантажируют, да, понятно, неприятно. Но, ребятки, здесь именно как отчаяние ее толкнуло на этот шаг, либо толкнет. Да, надо входить в положение. Не знаю, то ли бабушка, то ли тетушка, то ли мама, может быть, возрастная. Ну, есть такое. Покапризничает немножко и попытается вас пошантажировать. Так, еще. Люди, которые занимаются своим делом. У вас свой бизнес, своя работа, либо вы фрилансеры. По-разному, да? У каждого по-своему отыграется. Но вы ни от кого не зависите, зависите только сами от себя. Сами себе назначаете продолжительность рабочего дня, выбираете там, не знаю, клиентов, заказы, ну, в общем, вы поняли. У вас идут очень напряженные и горячие дни. Вам либо сроки какие-то ненормальные будут давать, то есть всем нужно срочно, быстро, прямо сейчас, либо какой-то прям тоже ажиотаж, все хотят к вам, всем нужно сегодня. И прям нашествие идет, да? Человекопоток идет, очень такой мощный, сильный человекопоток. Ребят, повышайте цены на свои услуги, повышайте цены. Это не грех, это нормально. Вот рынок, да, рынок, идет спрос. Поднимайте цены, ни о чем не думаете, хоть денег заработаете. Вот. Но если для вас принципиально отдохнуть, то, конечно же, так сразу всем и объявите. Вот. Но людей будет много, обращений будет много, заказов будет много. Вот. Здесь такие горячие дни, когда можно заработать. Но опять же, это по желанию. Это чисто ваше желание, чисто ваше настроение. Еще мне показывают украшения. То ли вы себя будете украшать, то ли и себя, и свой дом, то ли еще где-то что-то будете украшать. Как проявление вашего вкуса. Как дадите свободу своей фантазии. Знаете, прям красивенько так сделаете. Вас все хвалить за это будут. И вам самой очень понравится. Либо самому, если смотрит меня мужчина. У вас есть очень мощная творческая жилка. И здесь вопрос, почему вы ее не развиваете? Не развивать. Слушайте, ну явно вот чувство вкуса и умение формировать и компоновать, оно у вас вот прям врожденное идет. Так, еще идет какой-то мне дом, ну дом, помещение. Сначала в этом доме небольшое количество людей, а потом как подходят, заходят, приходят, очень много людей. Как все собираются на огонек. Слушайте, такое массовое, шумное, веселое мероприятие вас ждет. Давно такого не было в вашей жизни. И люди такие подбираются, вот знаете, хорошие, душевные, добрые, приятные. Вот очень-очень приятно вы проведете время. Хороший такой добрый, позитивный праздник идет. Веселый праздник. Вот, ну, куда ни посмотришь, посмотришь направо, хорошие люди, посмотришь налево, еще лучше, да, еще приятнее люди. Прям душой отдохнете, душой. Хотя все будет начинаться с какого-то скромного количества людей, а у кого-то отыграется, что вы сами будете, да, и люди будут подходить, собираться, и все веселее будет становиться, и все интереснее будет становиться. Очень классный праздник вас ждет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.